Саламатсыздар, құрметті білім алушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз жасөспірімдер арасында наркоманияның алдын алу болып табылады. Бүгін біздің онлайн жиналысымыздың кездесу қонақтары: бірінші Талғар ауданы прокуратурасының аға прокуроры Масымханова Бақыт Бағыбековна, екінші Талғар ауданы полиция басқармасының жергілікті полиция қызметінің бөлімінің ювеналды полиция тобының аға учаскелік полиция инспекторы, полиция подполковнигі Бейсенбаева Айгүл Қапасовна, және нарколог дәрігеріміз Поляков Сергей Викторович. Енді құрметті білім алушылар, бірінші сөз кезегі Талғар аудандық прокуратурасының аға прокуроры Масымханова Бақыт Бағыбековнаға беріледі. Сөз кезегіміз нарколог врач Поляков Сергей Викторовичке беріледі. Здравствуйте, уважаемые коллеги или будущие коллеги. Сегодня лекция посвящена профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Но так как ввиду карантина мы не можем с вами встречаться в лекционных залах, лекция проходит, я так понимаю, в удаленном формате через Zoom-конференцию. Ну, много сказать я не смогу, но скажу самое главное, что по Талгарскому району у нас работают сотрудники полиции, которые занимаются выявлением лиц, которые употребляют наркотические вещества. Мы, как работники здравоохранения, а именно врачи, психиатры, наркологи, занимаемся лечением и постановкой на учет. На сегодняшний день могу сказать, что по Талгарскому району у нас состоит на учете почти 62 пациента с диагнозом наркомания. И из них практически 50 человек у нас уже лечились в стационаре. Сейчас, в данное время, у нас по Талгарскому району непосредственно очень много мы выявляем синтетических наркотиков, которые мы регистрируем. Также проводим медицинское освидетельствование на них. Наркотические вещества, которые выявляются у нас сейчас очень много, это синтетика, GVH, легалка, спайсы. Очень много мы выявляем лиц среди несовершеннолетних, которые употребляют каннабис, то есть нашу марихуану, анашу, гашиш. Молодые люди, будьте внимательны. Никогда не поддавайтесь на уловки лиц, которые вам предлагают это попробовать. Так как один раз, если мы вас зарегистрируем, то вы на всю жизнь остаетесь в базе, в регистрах наркопациентов. На сегодняшний день даже выявляли случаи наличия наркотических веществ в насвае. Когда говорят, что это безобидное средство, хотя непонятно, нет ни инструкции, ни состава этого вещества, так называемого, но тоже выявляем нахождение в них наркотических веществ. Наркотики мы выявляем путем использования тест-полосок. Я подготовил. Вот так выглядит тест на наркотические вещества, если вы можете их знать. Видел, кто не видел, я вам покажу. Это коробочка. Сам тест, он выглядит вот таким образом. Вот он тест на наркотики. Если видно, тут полоски имеются. Так мы выявляем наркотические вещества. Анализы и тест на наркотические вещества используются. Очень часто выявляем, ставим на учет. Поэтому, молодые люди, будьте внимательны. Среди лиц, которых мы выявляем, конечно, 98% это мужчины, но также есть и женщины. На сегодняшний день у нас 6 женщин состоит на учете с наркоманией. И 56 мужчин. Это вот 62 человека, нет, 72 человека, получается, состоит у нас на учете с наркоманией. Что могу сказать? Проводим совместные также рейды с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции доставляют на экспертизу в сопровождении родственников, опекунов. Также приходят на консультации. Ну, конечно, мы это не оглашаем во всеуслышание, но сразу скажу, очень много приходит и обращаетесь. Поэтому смотрите внимательно. Что еще могу вам сказать? Чистые наркотики сейчас выявляются очень редко. Синтетика очень дешевая, доступная. Но при этом при употреблении синтетики изменяется психическое состояние молодых людей. Вы ведете себя не очень адекватно, агрессивно. После агрессии вы уже не отдаете отчет своим действиям, а когда действие наркотиков заканчивается, у вас теряется память, наступает небольшая амнезия, кратковременная амнезия. Но в этот период времени, вот,
как вам мягко сказать, мы вас обязаны госпитализировать. Ну а в будущем вы уже будете состоять на учете. Поэтому большая просьба к вам и к вашим родителям, будьте внимательны, следите за тем, чтобы никто из посторонних не предлагал вам покурить, попробовать вещество неизвестное или таблетки какие-нибудь на дискотеке. Есть какие-то вопросы у учеников, у сотрудников полиции, у родителей, учителей? Вопросов нету, поэтому следующее слово предоставляется прокурору Талгарского района, прокуратуры Талгарского района Масымхановой Бақыт Багибековна. Саламатсыздар ма? Менің есімім мен Талғар ауданының аға прокурорымын, Масымханова Бақыт Багибекқызы. Негізгі бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдерді есірткі заттарына құмарлықтарын болмауын және осының заңның талаптарын қатаң ескеріп, түзу жолға түсіп, біздің өздерінің болашақтарын ойлап, болашақта үлкен ер азамат болатындықтарына өздерін келтіріп, және де бүгінгі біздің өткізіп отқан дәрістеріміз сол кісілердің толығымен ойларына дейін жетуіне тілектеспін. Рахмет сізге. Бақыт Багибековна, келесі сөз кезінде учаскелік инспектор полиция полковнигі Бейсенбаева Айгүл Қапасовнаға беріледі. Здравствуйте, уважаемые студенты. Поздравляю вас с началом нового учебного года. В связи с карантином у нас проходит в онлайн-режиме. Практика наркомании среди несовершеннолетних. Я возглавляю ювенальную нашего Талгарского района. Ювенальная, то есть система прав защиты несовершеннолетних. Несовершеннолетние лица, считаетесь вы до 18-летнего возраста. До 18 лет за вас несут ответственность ваши родители или опекуны. Сейчас на территории Талгарского района у нас проживает 59 379 подросткового населения. Из них 46 130 детей – это школьного возраста. Функционирует 43 средних школ, 7 колледжей. Один из колледжей – это колледж агробизнеса и менеджмента, в котором обучаетесь вы. Наш закон обязывает, чтобы каждый несовершеннолетний ребенок получил обязательное среднее образование. У нас на территории Талгарского района совершено 14 преступлений в текущем году и 31 преступление в прошлом году. Несмотря на снижение преступлений, у нас все равно дети несовершеннолетние совершают преступления. Это кража чужого имущества, 8 фактов, разбойные нападения, хулиганство, причинение среднего вреда здоровью, угон автотранспорта. В отношении данных лиц возбуждается уголовное дело и потом передаются для принятия к ним мер в суды Талгарского района или в суд города Каскелена. Сотрудниками ювенальной полиции проводится профилактическая работа. Также мы проводим беседы и с учениками, и со студентами, как сегодня мы проводим в онлайн-режиме. Проводим ночные рейдовые мероприятия. В ходе ночных рейдовых мероприятий у нас было выявлено, что дети находятся после 23:00 часов, 358 детей. В отношении родителей были составлены административные протокола. Дети, которые не хотят учиться, убегают из дома. В отношении родителей по статье 127 было составлено 30 административных протоколов. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним было составлено в отношении хозяина субъекта 12 административных протоколов. В отношении администраторов, которые допускают несовершеннолетних детей в развлекательных заведениях это компьютерные клубы, кафе, бары, после 22:00 часов составлено 11 административных протоколов. За реализацию табачных изделий по статье 133 в отношении хозяев было составлено 3 административных протоколов. За то, что несовершеннолетние наши распивают алкогольные напитки, составлено 8 административных протоколов на родителей.
За курение несовершеннолетними табачных изделий составлено 58 административных протоколов. За то, что дети находились в развлекательных заведениях, было составлено 13 административных протоколов. За то, что дети нарушают режим чрезвычайного положения, находятся без маски, было составлено 6 административных протоколов через районный суд Талгарского района. О чем хотелось бы сказать вам. Сейчас у нас тема профилактики наркомании. Мы ежемесячно делаем сверку с врачом-наркологом по несовершеннолетним, состоящим на учете. На данный момент пока не выявлены несовершеннолетние, употребляющие наркотические вещества, но распивающие алкогольные напитки среди несовершеннолетних имеет место. Поэтому убедительная просьба к вам. Как врач-нарколог сказал, что это очень пагубно влияет на подростковый организм. Несовершеннолетний очень быстро привыкает к различным алкогольным напиткам, наркотическим веществам. Поэтому убедительная просьба не употреблять, так как любой несовершеннолетний, употребляющий наркотик, очень быстро привыкает. Идет организм привыкания, и потом он уже не может отказаться от этого. Идет, дальше несовершеннолетний получается преступник. Он идет вначале на мелкие кражи, потом идет на более крупные, более тяжкие преступления. Поэтому вас призываю за здоровый образ жизни, чтобы вы, наше будущее поколение, выросли здоровыми, свою энергию, чтобы тратили только на хорошие мероприятия, проводили различные акции доброй воли, например, помогали старикам нашим, многодетным семьям. Сейчас идет зима, например, можете наколоть дрова, сходить, свою энергию тратили только на хорошие поступки, на спортивные какие-то достижения, не увлекались наркотическими веществами, чтобы вас это даже не заинтересовало ничем. В отношении, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, студенты, администрация колледжа или преподаватели, пожалуйста, есть какие-то вопросы, будем отвечать. Сегодня данную конференцию организовала у нас наша районная прокуратура с участием врача-нарколога и с участием ювенальной полиции. У кого какие вопросы имеются? Саламат апай, колледжда спортта кешендер бар ма, жоқ па? Юношеская школа бар, Алмалы Абая көшесінде, білесіңдер, иә? Сол жақта бар, болады ол жақта, әртүрлі спорттық жағдайлар жасалған. Өзімізде онлайн жарыстар өткізіп жатыр. Біз облыс бойынша 9 мылақтан, осы жақында 9 мылақтан, шахматтан, және осы бүгін шашкидан онлайн жарыс өткіземіз облыс бойынша. Яғни облыстың жарыстарына қатысып отырмыз. Бүгін ғана 5 тас ойыннан болады, егерде білім алушылар қазақтың 5 тас ойыннан ойнай білетін болсаңыздар, онлайн облыс бойынша жарысқа қатыссаңыздар болады, аты жөндеріңізді айтып. Бүгін шашкидан жарыс болады, егер ойнауларыңыз келсе, ойнау білетін болсаңыздар, маған немесе жұлдыз апаларыңызға хабарлассаңыздар, немесе кураторларыңызға хабарлассаңыздар болады. Біз жаңағы 9 мылақтан қатысқан 2 білім алушымыз, біреу екінші орын, біреу үшінші орын иеленді. Тура сондай шахматтан да үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз облыс бойынша. Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Жоқ. Вопросы, пожалуйста. К врачу-наркологу, представителю прокуратуры, ко мне, ювенальная полиция. Нет вопросов. Раз нет вопросов, я хочу вам остановиться, несовершеннолетние студенты, разъяснить немного, что такое кражи, что такое мошенничество и различные другие правонарушения и преступления, как их отличить. Например, правонарушение для несовершеннолетнего – это когда несовершеннолетний в возрасте 16 лет совершает различные правонарушения, то есть употребляет табачные изделия, распивает алкогольные напитки, находится вне жилища, без сопровождения законных представителей после 23:00 часов на улице, после 22:00 часов в развлекательных заведениях. На них составляются административные протоколы в отношении родителей. А с 16-летнего возраста на самого подростка.
Преступления, то есть это те деяния, когда несовершеннолетние совершают, предусмотрено Уголовным кодексом. Это кражи, разбои, мошенничество, угон автотранспорта и другие различные деяния. Чем отличается кража, грабеж, мошенничество? То есть кража – это тайное хищение чужого имущества, когда хозяин имущества не видит. Вот что у нас по школам бывает. В основном из портфеля, из сумки, из раздевалки забирают сотовые телефоны, совершают кражи. Грабеж, то есть открытая форма хищения чужого имущества. Когда в открытую несовершеннолетние подходят друг к другу, забирает, угрожает, забирает его имущество. Это в основном у нас сотовые телефоны. Мошенничество, то есть когда обманным путем несовершеннолетний забирает сотовый телефон, говорит, да, я позвоню другу, мне надо срочно позвонить, а сам с этим телефоном убегает. Это факт мошенничества. Много детей, когда у нас совершают преступления, причиняют друг другу телесные повреждения, то есть избивают друг друга. Когда избивают в группе лиц, это все считается тяжким преступлением. Поэтому я вас призываю, чтобы вы не ходили ни на какие разборки, не избивали друг друга, потому что это все предусмотрено Уголовным кодексом. За совершение преступления, причинение другому телесных повреждений вы понесете уголовную ответственность. В будущем все, которые состоят несовершеннолетние у нас на учете, это все отражается в базе данных. Если вы захотите в будущем, например, стать прокурором, адвокатом, акимом, это вы будете запрашивать с базы, привлекались ли вы к уголовной или административной ответственности. Это все база будет выдавать. И в дальнейшем вы свою судьбу можете уже не стать, захотели стать, например, акимом, а не сможете стать, потому что у вас в базе все фиксируется, что вы привлекались там, за то, что вы в несовершеннолетнем возрасте кого-то избили, совершили хулиганство, а в отношении вас возбуждено было уголовное дело. Но оно было прекращено за примирением сторон, но за примирением сторон это считается нереабилитирующее основание, поэтому все равно это будет у вас отражаться уже в вашей базе. Поэтому пока вы молодые, не совершайте глупости и не совершайте различные административные правонарушения и преступления. Какие вопросы еще есть? Может, кому-то что-то непонятно? Сұрақтарыңыз бар ма? Жауап береміз толыққанды. Собственно, такой вопрос. Типа, если учитель отбирает имущество, это тоже является кражей? Типа в открытую именно? Нет. Или все-таки он имеет право отобрать на какое-то время? Нет, учитель, когда забирает телефон, мешаете введению урока, да, это когда вы офлайн, когда вы занятия проводились, учитель забрал, положил, потом отдал, вернул вам. Это не будет считаться преступлением. Он же возвращает вам, это вы не мешали во время урока, наверное, проводить занятия, поэтому телефон положил в сторону, убрал. Еще вопросы есть, ребята? Кураторы, можете тоже задавать вопросы. Білім алушылар, кураторлар, сұрақтарыңыз қойып өтіңіздер. Надеюсь, это у нас не последняя с вами встреча. Будем проводить в течение учебного года с вами встречи. Спасибо за то, что вы подсоединились и прослушали тематику о профилактике подростковой преступности, по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Спасибо гостям нашим тоже. Құрметті біздің қонақтарымыз Айгүл Қапасова, Сергей Викторович, Бақыт Багыбековна, сіздерге рахмет. Осы білім алушылармен осындай жаңа онлайн семинар жүргізіп отырғандарыңызға. Білім алушылар сіздерге бәрі түсінікті деп ойлаймын. Осы қатысқандарыңыз сіздерге де рахмет айтамыз. Болашақта ешқандай ондай құқық бұзушылық немесе наркоманияның деген алдын алу бойынша ешқандай бізде жаңағы құқық бұзушылықтар болмайды деп ойлаймыз. Сау саламатта болыңыздар, білім алушылар. Кураторлар, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. До свидания.